все кафешки и рестораны закрыты до вечера, до времени ифтара. Слева барский дом. Это знаменитая улица Исимбаева. Бульвар Исимбаева. А это наша красавица Маликушка. А я поснимаю и вернусь. Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики. Я не знала. И вечером, наверное, людей будет много. Вот эти все полумесяцы будут гореть. В прошлом году месяц Рамадан, здесь были звездочки, горели, очень было красиво, но я видела только в Ютубе. Много туристов, много местных жителей. Вот там наши знаменитые высотки уже видны. Кстати, 2 дня назад был снег, а сейчас почти лето. 20 градусов тепла. И сразу люди по-летнему где-то. Ну хорошо, что зонтики убрали для разнообразия. Хотя они мне вообще не нравились, если честно. Вот тут тоже маковский магазин. И на Розе Люксембург видела. Как быстро строят дома, посмотрите. Честно говоря, ни разу здесь не прогуливалась. Один раз, не помню сколько лет назад это было, в новогоднюю ночь вытащили меня друзья. И мы чуть-чуть прогулялись. Это было несколько лет назад. Тут снег, тут скоро деревья будут зеленые. Такой у нас красивый Грозненский Арбат. Вечером эти все зонтики будут открыты. Ужас один. Как будто кроме него никого тут нету. Это что, новый дом или был? Был, по-моему. Красиво. Очень красиво. Архитектура, ну, по-моему, старинный дом, я уже точно не знаю. Я очень хочу квартиру в старинном доме, но тут я не вижу, чтобы высокие потолки были. Сложно какой-нибудь. В общем, я возвращаюсь, там подружка одна сидит, скучает. Пока тишина и покой тут. В Грозном наконец-то наступила настоящая весна. Почти что лето. Видите, проводки.
соединено. Я всегда освобождаю память. А там кафе «Весна». Такие балкончики красивые, да, старинная архитектура. Не хочется вспоминать, как было во время войны. Посмотрите, друзья, какая красота. Вечером это все будет открыто. Здесь снег, а там солнышко светит. Вот это, кто помнит, кто жил в Грозном, Барский дом. Очень старинное здание. Ну, конечно, после войны восстанавливали. И очень дорогие здесь квартиры. Красота неописуемая. Мне очень нравится. Вообще я не люблю никакие новостройки, никакие многоэтажные дома, высотки. Мне нравятся вот такие старинные домики. Балкончик красивый. Может, у этих людей и шумно, я не знаю. Это мы вышли с вами на проспект Путина. Красота. О, ресторан «Хаус» здесь остался. Много лет назад я здесь была. Вот смотрите, что тут написано. Кто здесь жил до 1971 года? Гаирбеков Муслим Гаирбекович. В общем, в этих домах везде на первых этажах рестораны, кафешки, магазины, а на вторых этажах живут люди. Вы любите такую красоту? Посмотрите. А вечером, когда это все горит, просто прелесть будет. Тут столько было видных деятелей, садов. А вечером будет очень много туристов и местных жителей. Все выйдут открывать уразу на ифтар. Многие любят ходить в рестораны и в кафешки. Я, конечно, поеду домой. Буду открывать уразу вместе со своей мамой. Для меня это гораздо важнее всех ресторанов и всех сокровищ мира. Правда красиво? Спасибо моей подруге, что меня вытащила на прогулку. Она сидит на скамейке на улице Исимбаева. Бульвар Исимбаева называется. И я прогуливаюсь. Проспект Путина. Здесь где-то должна быть оптика Ока. Как-нибудь мне туда надо зайти. Я не вижу, обычно она
Вот в этом здании, по-моему, потом посмотрю. Там дальше раньше было Министерство образования. Там моя мама после войны работала. В общем, погода сейчас наладилась. Будем вместе с вами гулять по городу Грозному. Буду показывать вам разные районы. Кто скучает, кто не дома. Или кто никогда здесь не был, кому интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Хотите ли вы побывать в нашем городе? Я его очень люблю. Еще я очень люблю город Аргун, в котором я родилась и жила много лет. И там я давно-давно не была. Там у меня живут тети, дяди, двоюродные братья и сестры. И мои близкие, любимые соседи, которые ближе всех родственников. Видите, люди готовят кафе и рестораны к вечеру. Вечером здесь будет толпа. Красиво. Да, осталось несколько секунд. Всем с наступающим. Пусть женский праздник будет каждый день.